Добрый день, уважаемые коллеги! Мы приветствуем вас на очередном вебинаре, который организован в рамках проекта «Эффективная школа». Сегодня мы с вами поговорим о платформе «Мобильный методист» и о ее значении как научно-методического ресурса проекта «Эффективная школа». Мы уже представляли вам нашу платформу «Мобильный методист», когда она только начинала разрабатываться. И сегодня мы рассмотрим ее основной функционал, который уже действует, которым вы можете пользоваться, как это все организовано и как вы можете это использовать в своей практике при реализации нашего проекта «Эффективная школа». Адрес платформы «Мобильный методист» metod.criro.ru. Когда вы заходите на страничку мобильного методиста, вы видите вот примерно такую картинку. На главной странице у нас приветствие и основные наши мероприятия. Календарь событий проекта, список команд, в одной из которых вы будете находиться, информация о курсах, о документах, о самых новых, о самых последних, размещенных в разделах «Документы», «Методические материалы», «Курсы». Также мы с вами здесь видим вкладочки «Главное», «Документы», «Курсы», «Методические материалы», «Команды», «Общение», «Моя учетная запись» и «Выход из учетной записи». Я последовательно расскажу о всех сервисах, о всех ресурсах мобильного методиста, а далее мы непосредственно на самом сайте посмотрим, как и что работает. Платформа «Мобильный методист» является интерактивной площадкой проекта «Эффективная школа». Мы создали ее для того, чтобы быстро и оперативно вы могли получить адресную консультационную помощь со стороны оператора проекта, то есть со стороны Института развития образования. Платформа «Мобильный методист» предназначена также для того, чтобы организовать научно-методическое сопровождение муниципальных методических служб. Платформа «Мобильный методист» реализует тьюторское сопровождение школ участников проекта школами-лидерами. Именно на нашей платформе вы сможете найти всю самую актуальную информацию о событиях проекта «Эффективная школа». Платформа «Мобильный методист» поможет нам организовать совместную деятельность при использовании научно-методических, информационно-методических, кадровых и других ресурсов успешных школ. На платформе «Мобильный методист» осуществлен прямой доступ к курсам повышения квалификации в рамках проекта «Эффективная школа». И на платформе «Мобильный методист» будет представлено все документационное и методическое обеспечение проекта. Для того, чтобы всеми возможностями платформы в полной мере воспользоваться, необходимо пройти регистрацию на платформе. Когда вы попадаете на страничку мобильного методиста впервые, вы видите ее вот в таком виде. Да? На первом слайде у нас была страничка человека, который на платформе уже зарегистрирован. Необходимо пройти регистрацию, нажав на кнопочку «Регистрация», и далее заполнить все поля для того, чтобы создать свою учетную запись. Ну, далее мы посмотрим непосредственно на платформе, как это все можно будет сделать. На платформе «Мобильный методист» мы заложили возможности организации общения и взаимодействия как внутри всех участников проекта и оператора проекта, это общее обсуждение. Также отдельное обсуждение организовано для школ, лидеров и организаторов проекта непосредственно, да, тех координаторов, которые прикреплены к каждой школьной команде. Также отдельное обсуждение для школ-лидеров, чтобы они между собой могли общаться. И для каждой школьной команды организовано отдельное обсуждение, в котором вы можете общаться непосредственно уже внутри своей школьной команды. Школа-лидер и школы-участники проекта. В рамках нашего проекта, прошу обратить особое внимание, школам внутри школьной команды, внутри сообщества необходимо заключить партнерское соглашение о сотрудничестве. Это соглашение заключает школа-лидер со школой-участником проекта внутри своей школьной команды. Проект соглашения, документ, находится на платформе «Мобильный методист» в разделе «Документы». Далее я покажу, где конкретно его можно будет скачать. При этом содержание партнерского соглашения о сотрудничестве вы можете корректировать, исходя из конкретных условий. Там у нас заложен максимум, который может быть реализован в рамках соглашения о сотрудничестве. Вы выбираете те положения, которые для вас наиболее приемлемыми являются.
Обращаю внимание, что необходимо подписать 3 экземпляра соглашений. Один экземпляр остается у школы-лидера, второй экземпляр остается у школы-участника проекта, третий экземпляр направляется оператору проекта в Институт развития образования. Подписать и направить оператору партнерское соглашение о сотрудничестве необходимо не позднее 5 июля. Мы направим дополнительное еще информационное письмо для того, чтобы напомнить вам о сроках и о содержании соглашения о сотрудничестве. Следующий очень важный момент, о котором хотелось бы нам сегодня сказать, это то, что у нас начала работу летняя дистанционная школа. Летняя дистанционная школа включает в себя курсы повышения квалификации и открытые онлайн-курсы. Вся информация о доступных курсах представлена также на странице платформы «Мобильный методист» под названием «Курсы». С 20 июня по 5 июля доступны дистанционные курсы. По итогам их прохождения выдается удостоверение о повышении квалификации. И здесь у нас уже эти курсы запущены, все заявки у нас собраны, сбор заявок закрыт, и участники проекта уже начали обучение на курсах. Это курсы, которые рассчитаны на 18 часов, и по окончании, как я уже сказала, выдается удостоверение о повышении квалификации. 5 тем курсов мы предлагаем для школ участников проекта. Это тема организация работы по выявлению и преодолению профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций. На этих курсах преподаю я, Марина Анатольевна Габова, проректор по образовательной деятельности. Вторая программа «Психолого-педагогические технологии адресной работы с учащимися школ с низкими результатами обучения и учащимися школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». На этих курсах также работаю я, Марина Анатольевна Габова, проректор по образовательной деятельности. Третья программа «Проектирование воспитательной системы школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях». Преподаватель на этой программе Светлана Васильевна Смирнова, заведующий Центром научно-методического сопровождения проектов и программ в области образования, тот человек, который непосредственно с вами всеми взаимодействует в рамках нашего проекта. Четвертая программа, которую мы вам предлагаем, «Эффективное управление качеством образования общеобразовательной организации». Преподавателем на этой программе выступает Эльвира Михайловна Демина, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. И пятая программа «Профилактика асоциального и зависимого поведения». Работает на ней Татьяна Сергеевна Кальницкая, старший методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что обучение заканчивается строго 5 июля. Поэтому прошу изучить все материалы, представленные на курсах, выполнить все необходимые практические задания, итоговые работы до этого срока, чтобы мы могли подвести итоги к 5 июля, и чтобы вы все своевременно получили документы об образовании. Кроме того, в рамках нашей летней дистанционной школы вы можете пройти обучение на открытых онлайн-курсах. Но здесь у нас указано, что они работают с 20 июня по 31 августа. На самом деле открытые онлайн-курсы доступны в любой момент времени. Я рекомендую вам не терять летнее время и посвятить его обучению. Мы предлагаем 4 программы открытых онлайн-курсов, которые вас могут заинтересовать. Это ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях ведения в гособразовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Программа пользуется большой популярностью. На ней обучились в прошлом году более 6 тысяч слушателей. В этом году уже более 4 тысяч слушателей заявились на эту программу. Второй курс – это гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций. Тоже очень актуальная и интересная программа. Она является более такой широкой, нежели предыдущая программа, и предназначена не только для работников образовательных организаций, но и для всех желающих. Третья программа – противодействие распространению идеологии терроризма в образовательных организациях. Очень актуальная тематика. Постоянно к нам приходят различные рекомендации по организации работы по предотвращению распространения идеологии терроризма в образовательных организациях.
И мы все эти актуальные материалы также в нашей программе используем. И четвертая программа – оказание первичной медико-санитарной помощи. Тоже очень важная программа для педагогов образовательных организаций, для руководителей образовательных организаций. Тоже пользуется очень большим спросом. По итогам обучения на открытых онлайн-курсах вы получаете электронный сертификат об обучении. В сентябре-октябре нами будут организованы очные курсы повышения квалификации по нескольким направлениям. Поэтому, уважаемые коллеги, задумайтесь уже, какое из направлений вас в большей степени будет интересовать. И мы организуем сбор заявок через платформу «Мобильный методист», предварительных заявок, по следующим направлениям. Работа с родителями учащихся, социально-психологическое сопровождение обучающихся, социализация учащихся, сопровождение классных руководителей, адресная подготовка психологов и логопедов, оценка качества образования. Все это будут курсы очные. Мы планируем проводить их либо на нашей базе, на базе Республиканского института развития образования, либо на базе управлений образования в тех территориях, где находятся у нас школы-лидеры. Либо, возможно, на базе школ-лидеров. Эти курсы мы будем организовывать. Ждем ваших предварительных заявок на обучение. На платформе «Мобильный методист» представлены разработанные нами методические рекомендации для вас, для участников проекта. В данный момент 3 методических рекомендации выложены на платформе в разделе «Методические материалы». Это рекомендации авторов Марины Анатольевны Габовой, Ольги Анатольевны Кирпичевой под названием «Методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций по выявлению и преодолению профессиональных затруднений педагогов». Это методические рекомендации Ирины Валерьевны Зиминой «Проектное управление как механизм перевода школ в эффективный режим функционирования». И это методические рекомендации, составленные Светланой Васильевной Смирновой «Модель эффективной школы. Аспект построения воспитательной системы». Все эти рекомендации вы можете скачать, изучить, использовать в своей практике. Итак, мы ждем всех вас на платформе «Мобильный методист». Уважаемые коллеги, я напоминаю, что вы можете свои вопросы писать в чате. Инструкция, как писать в чат, расположена непосредственно на сайте КРИРУ в разделе «Видеозал». Итак, мы с вами переходим на платформу «Мобильный методист» с тем, чтобы поработать непосредственно на этой платформе. Зайти на платформу «Мобильный методист» вы можете как по адресу metod.kriru.ru, так и на сайте КРИРУ в разделе «Проекты», проект «Эффективная школа», «Виртуальный методический кабинет». То есть через эту вкладочку можно зайти на ресурс «Мобильный методист». Итак, мы с вами попали на главную страницу ресурса «Мобильный методист», платформа «Мобильный методист». И если вы впервые здесь находитесь, вы должны зарегистрироваться, пройти регистрацию. Давайте посмотрим, что еще на главной странице находится. Это общее описание нашего ресурса, это форма входа и регистрации на сайте, календарь событий проекта. Ну, вот если сегодняшний день мы с вами посмотрим, да, вот у нас работает летняя дистанционная школа. Можем посмотреть более подробно информацию о летней дистанционной школе.
И сегодня у нас проходит наш вебинар. Тоже общая информация. В вебинаре представлена в событиях календаря. Синим цветом выделены те дни, в которые проходят какие-то события. Вот у нас в начале июня 7, 8, 9 числа проходил международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы». Информация о нем также в календаре расположена. С 20 июня по 5 июля у нас проходит летняя дистанционная школа. Далее слева мы с вами видим вкладочку «Курсы». Здесь отображаются 5 последних курсов, да, которые наиболее свежие, наиболее актуальные, наиболее новые. А более подробно все курсы вы можете просмотреть, щелкнув по надписи «Все курсы». Методические материалы, а также 5 самых последних материалов будут отображаться на главной странице. Но на данный момент их пока всего 3, поэтому все 3 материала мы видим на главной странице. Список команд. Это все наши школьные команды, все сообщества межмуниципальные. Они здесь представлены. И в одну из этих команд вы должны будете войти, записаться при регистрации. Пока еще у нас команды заполнены незначительно. Да? Вот у нас состоялась презентация школ-лидеров, участников проекта. И все эти видеопрезентации, которые были представлены школами, они здесь уже находятся внутри описания школьной команды. Вы можете выбрать для своей школьной команды какой-то конкретный логотип, сейчас пока это условные логотипы, направить его нам, и мы разместим ваш логотип вашего сообщества, вашей школьной команды на платформе «Мобильный методист». Здесь можно будет размещать все материалы сообщества, которые необходимы для совместного изучения, для совместной проработки. Так, и в самом низу у нас находится раздел «Документы», в котором также отображаются 5 последних самых новых, самых актуальных документов. На данный момент их пока 4. Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте, на платформе «Мобильный методист», мы нажимаем на кнопочку «Регистрация» и создаем свою учетную запись. Я немножечко увеличу, чтобы было виднее. Итак, вы должны будете для себя придумать имя пользователя, указать свой действующий электронный адрес, обязательно действующий электронный адрес, потому что все почтовые сообщения сайта будут на этот адрес отсылаться. И если вдруг вы забудете свой пароль, свой логин, вы сможете восстановить его по своему электронному адресу. Далее вы придумываете для себя пароль. В пароле должно быть не менее 6 знаков. Желательно, чтобы это были буквы и строчные, и заглавные в верхнем и в нижнем регистре. Хорошо, если будут использоваться числа и какие-то знаки пунктуации. Точка, тире, запятая, двоеточие. Далее в следующем окошке вам нужно повторить этот пароль и заполнить свои данные. Фамилию, имя, отчество свои указать. Выбрать муниципальное образование. Допустим, пусть это будет Усинск. И далее выбрать организацию. То есть все организации, все школы, участники проекта, они здесь уже заведены. Вам нужно выбрать свою образовательную организацию. Если вы являетесь представителем управления образования, то вы можете добавить новое значение и записать, что вы представитель управления образования в соответствующем окошке. Далее вы указываете свою должность и выбираете роль в проекте. Роль в проекте – это может быть либо руководитель от управления образования, либо руководитель от образовательной организации, либо участник проекта. Обязательно ставим галочку «Даю согласие на обработку персональных данных» и далее нажимаем на кнопочку «Регистрация». После этого вам на электронную почту, которую вы указали при регистрации, придет сообщение о том, что вы зарегистрировались на портале «Мобильный методист».
Я сейчас зайду под своим логином и паролем для того, чтобы показать вам возможности платформы с точки зрения участника. Вот это у нас такой условный участник создан. Вы можете отредактировать свои личные данные. Вот видим, да, что сейчас у нас выбрана организация средняя школа номер 31 города Ухты, должность методист и участие в командах, оно автоматически у нас выстраивается, если мы выбрали эту роль. Вы можете отредактировать свои данные, можете включить фотографию, можете заполнить данные о себе. Не забываем нажать кнопочку «Сохранить». Далее, очень важный момент, обращаю внимание, это подписки. Если вы хотите получать на свою электронную почту сообщения об обновлениях, которые происходят на портале «Мобильный методист», у вас автоматически подписки настроены. Вы можете выбрать типы материалов, которые вы хотите получать. Материал команды, информация о курсах, информация о событиях, информация о документах, информация о методических материалах. Да? То есть, когда на платформе появляются какие-то новые материалы, новые события, вам на почту приходит сообщение об этом. И вы можете выбрать, когда вы будете эти сообщения получать. Ежедневно, как можно скорее, каждые 15 минут, ежечасно, либо каждые 3 часа. Это вы можете настроить и не забудьте нажать кнопочку «Сохранить». Итак, в разделе «Документы» у нас размещены вот наш главный приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми о реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на территории Республики Коми. Щелкнув по названию, мы этот приказ можем открыть и при необходимости можем его скачать. В формате PDF приказ размещен. Здесь мы видим план мероприятий в приложении к приказу, то есть все то, что нас с вами ждет еще на протяжении 2018 года. Второй важный документ – это приказ Министерства образования, науки и молодежной политики от 9 апреля об утверждении общеобразовательных организаций, участников мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на территории Республики Коми. Это тот приказ, в котором перечислены все школы-участники проекта, школы-лидеры и сформированные межмуниципальные сетевые сообщества, наши школьные команды. Следующий очень важный документ – это республиканская программа перевода школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования. Все наши мероприятия в рамках проекта, они проводятся в соответствии с этой республиканской программой. Сформирована она была в 2017 году и рассчитана на период до 2020 года. Обязательно изучите эту программу, если вы еще этого не сделали. Определите свою роль в реализации этой программы. И особое внимание обратите на план действий по реализации программы и на те ожидаемые результаты, которые мы с вами совместно должны получить. И, как я уже отмечала, проект соглашения между школами-лидерами и школами-участниками проекта находится также здесь, на портале «Мобильный методист». Он скачивается в формате Word для того, чтобы вам удобно было с ним работать, его редактировать. Обязательно обращаю ваше внимание, необходимо сохранить, что ваше соглашение и сотрудничество заключается именно в рамках нашего проекта по реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на территории Республики Коми.
Это очень важно для всех отчетных документов. И для вас, участников проекта, и для нас, как оператора проекта. Далее у нас обозначены СОЖ номер. Здесь вы прописываете свои данные, да, так как ваше название в соответствии с уставом. И указываете фамилию, имя, отчество директора. Далее, то есть это у нас школа-лидер. Да, первая школа – это школа-лидер. Вторая школа в соглашении – это школа-участник проекта. Также прописываете название школы в соответствии с уставом и фамилию, имя, отчество директора. Далее предмет договора. Две школы договорились о информационно-методическом сотрудничестве в части проведения совместных работ и оказания взаимных услуг в соответствии с ниже приведенным перечнем. А вот далее перечень, который может быть вами откорректирован. СОЖ номер 1 в лице директора оказывает консультативную помощь директору СОЖ номер 2 в части разработки и принятия управленческих решений по повышению качества обучения и воспитания, коррекции процесса управления и перевода образовательной организации в режим эффективного функционирования и развития. Школы продолжают начатую ранее совместную работу по формированию эффективных механизмов для перехода школы в режим эффективного функционирования и развития. Этот пункт мы оставляем в том случае, если вы участвовали в нашем проекте в предыдущий период. Для новых участников проекта этот пункт исключается. Школа номер 1 оказывает консультационные услуги заместителю директора по учебной работе школы номер 2 по осуществлению эффективного контроля качества достигаемых результатов обучающихся на всех ступенях обучения и подготовки учащихся к различным оценочным процедурам. Следующий пункт. Школа номер 1 в лице педагогов-тьюторов оказывает консультационные услуги учителям школы номер 2 в части определения эффективных технологических методов и приемов обучения учащихся трудным вопросам и темам по конкретным учебным предметам. Следующий пункт. СОЖ номер 1 оказывает информационно-техническую помощь в части использования имеющегося в школе оборудования для проведения лабораторных работ и исследовательской деятельности обучающихся школы номер 2. Это в том случае, если вы действительно можете организовать вот такое непосредственное взаимодействие, да, и ребята из школы участника проекта могут использовать оборудование, имеющееся в школе-лидере. Следующий пункт. СОЖ номер 1 и СОЖ номер 2 проводят совместные модельные семинары по отработке продуктивных управленческих моделей по повышению качества обучения учащихся, педагогических технологий и методик работы с учащимися с разными уровнями готовности к оценочным процедурам. Следующий пункт. Школы создают совместные методические объединения, сетевые сообщества в целях обмена успешными педагогическими практиками по совершенствованию технологий обучения и достижению высокого качества образования. Следующий пункт. СОЖ номер 1 о правах наставников закрепляют за учителями СОЖ номер 2 учителей с высшей или первой категории для оказания методической помощи по подготовке и проведению качественных учебных и внеурочных занятий и их системного анализа в целях повышения качества образования и поддержки школ с низкими результатами обучения. Объемы и конкретные сроки окончания совместных работ или оказания отдельных услуг согласовываются в рабочем порядке. Второй раздел соглашения. Это сроки его действия. Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует на протяжении 2018 года. И по истечении срока действия соглашения он может быть продлен по взаимному соглашению сторон. И по окончании проекта вы можете свое взаимодействие реализовывать. Прочие условия. В случае необходимости положения соглашения могут быть дополнены, изменены или изъяты по взаимной договоренности. И это прописывается в дополнительном соглашении. Все споры, связанные с исполнением отдельных пунктов настоящего договора, разрешаются исключительно путем переговоров между школами. Двусторонний акт с перечнем выполненных работ предоставляется не позже 10 декабря 2018 года. И далее идут реквизиты школ. Директора скрепляют, подписывают данное соглашение. Итак, напоминаю еще раз о том, что необходимо оформить 3 экземпляра партнерского соглашения о сотрудничестве. Один остается у школы-лидера, второй у школы-участника проекта, третий вы направляете в адрес Коми-Республиканского института развития образования, в адрес оператора проекта. Рекомендуем сделать это не позднее 5 июля.
Далее на платформе «Мобильный методист» представлена информация о курсах повышения квалификации, и вы можете получить общую информацию о курсах и записаться на курс. Вот, например, открытый курс оказания первичной медико-санитарной помощи. Нажимаем на ссылку «Зарегистрироваться», и вы можете записаться на курс. Методические материалы, которые располагаются на платформе, это методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций по выявлению и преодолению профессиональных затруднений педагогов. По ссылочке они открываются. Вы можете с ними работать и по необходимости можете их скачать. Рекомендации по проектному управлению как механизма перевода школы в эффективный режим функционирования Ирины Валерьевны Зиминой. Также можно скачать при необходимости. И рекомендации Светланы Васильевны Смирновой по построению модели эффективной школы, а именно воспитательной системы. Раздел «Команды». В данном случае мы регистрировались как участник команды 2. Да? Это муниципальное образование городской округ Вуктыл, Сосногорск и Ухта. После того, как вы организуете взаимодействие внутри команды, да, вы сможете здесь размещать материалы, которые будут доступны членам вашей команды. Для этого нужно будет нажать кнопочку «Добавить материал», материал команды, и разместить все необходимые материалы, которые вам нужны будут для эффективной работы. Вкладочка «Общение». Здесь у нас представлены форумы. Вот общий форум, да, общее обсуждение. В данный момент здесь находится тема по летней дистанционной школе. Мы с вами можем просмотреть все обсуждения, которые этой темы касаются. Мы делаем объявление о том, что будут курсы. Вот задает наш участник вопрос. Насколько я понимаю, открытые курсы будут доступны по завершению летней школы. Да, и мы на этот вопрос даем ответ. Все верно, на открытые курсы можно будет записаться в любое время и пройти обучение. Вы можете также добавлять свои комментарии к сообщениям общего форума. И также вы можете организовать взаимодействие внутри своего сообщества. Итак, уважаемые коллеги, платформа «Мобильный методист» ждет вас к участию. Обязательно зарегистрируйтесь на платформе с тем, чтобы вы могли получать всю необходимую актуальную информацию и организовать взаимодействие внутри своей команды, взаимодействие с вашими координаторами из Института развития образования, и при необходимости можете организовать взаимодействие и между командами. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, вы можете задать их в чате. Ждем ваших вопросов. Так, вопросов пока нет.
Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по соглашениям, по оформлению соглашений? Есть ли вопросы по участию в курсах повышения квалификации, по организации взаимодействия? В данный момент мы завершаем работу над оформлением методических рекомендаций, инструкций по работе с платформой для того, чтобы облегчить вам эту работу и снять различные технические сложности при регистрации и при работе с документами платформы при организации взаимодействия внутри сообщества. Эти рекомендации также будут выложены на платформе. Как мы с вами видели, большинство материалов доступны и без регистрации. Вот я сейчас выйду из учетной записи, и мы видим, да, что действительно многие материалы, они доступны и без регистрации. При необходимости, если вдруг вы забыли свой логин и пароль, вы также будете иметь к ним доступ. Но материалы сообществ, материалы команд, они доступны только зарегистрированным пользователям внутри команды. И общение организовать вы можете тоже только в том случае, если вы зарегистрировались на платформе. На данный момент пользователей на платформе зарегистрировано 6. Мы рады приветствовать Эльвиру Рашитовну Васильеву, которая является представителем одной из школьных команд. Вячеслав Алексеевич Лешок – это руководитель одной из школьных команд. Команда Ухты. Итак, уважаемые коллеги, если вопросов у вас нет, на этом мы завершаем наш вебинар. Надеемся, что все ресурсы платформы «Мобильный методист» вы будете активно использовать в процессе реализации нашего совместного проекта «Эффективная школа». Желаем вам эффективного взаимодействия в ваших школьных командах и ждем оформленных, подписанных соглашений о сотрудничестве в рамках проекта до 5 июля. И, конечно, желаем успешно пройти обучение в летней дистанционной школе. Ждем всех на открытых онлайн-курсах.